Всем привет! В эфире первый выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы в 2020 году. Январь встретил нас праздниками, и мы рады вновь вас поздравить с наступившим Новым годом и Рождеством. 25 января головной колледж и филиалы провели первый в этом году День открытых дверей, где рассказали о главных событиях колледжа за ушедший год. И наши курсанты показали профессиональные навыки во всей красе. А теперь к свежим новостям. 9 января очередная группа курсантов отправилась в Москву на базу Центрального спасательного отряда ВСКС России для прохождения практики. За это время сделано много работы. Практиканты выезжали на место дорожно-транспортного происшествия совместно со спасателями и самостоятельно деблокировали пострадавшего. Также принимали участие в масштабном флешмобе «Зачетка», который проходил 25 января в честь Дня студента. А во время праздника Крещения добровольцы всю ночь обеспечивали безопасность на водоемах. И, конечно, в этом разрезе стоит отметить, что добровольные отряды курсантов и от головного колледжа, и от филиалов совместно с действующими спасателями и сотрудниками МЧС России также обеспечивали безопасность на водоемах в своих республиках во время крещенских купаний, которые традиционно проходят по всей стране с 18 по 19 января. В первых числах прошедшего месяца команда колледжа приняла участие в учебно-тренировочных сборах в рамках первоначальной подготовки спасателей на базе Набережно-Челнинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Обмен опытом и тренировки с профессионалами – хороший старт для будущих специалистов. 23 января в зале заседаний Республиканского парламента состоялось вручение ежегодной премии «Признание Удмуртии-2019». И колледж государственной и муниципальной службы стал лауреатом этой премии. В торжественной обстановке нашему директору был вручен диплом за вклад в социально-экономическое развитие Удмуртии. Большое спасибо за эту награду. Мы стараемся развиваться и становиться лучше с каждым годом. Помимо этого, 23 января в Доме дружбы народов состоялся городской студенческий бал в честь Дня студента, в котором наши курсанты принимали активное участие. Благодарим организаторов за насыщенную программу. Для нас честь выступать на подобных мероприятиях. И, наконец, напоминаем вам о двух текущих акциях, которые стали уже для нас ежегодными и традиционными. С 24 января по 28 февраля проходит акция в помощь приюту «Кот и пес». Сбор необходимых средств и вещей осуществляется по адресу поселок Октябрьский, 33А, кабинет 2116, с 9 до 6 вечера. И очень важная дата для нас – День донора КГИМС. 14 февраля мы централизованно сдаем кровь для нуждающихся. Всего один забор крови может спасти 3 человек. Поэтому, если тебе есть 18 лет и ты хочешь помогать людям, то обращайся к своему куратору и записывайтесь в добровольные доноры. Обязательно зарегистрируйся, так как доноры освобождаются в этот день от занятий. Вся необходимая информация размещена в наших социальных сетях. Подписывайся, знакомься и будь с нами. Именно твои поступки могут изменить чью-то жизнь к лучшему. А теперь перейдем к новостям наших филиалов. 21 января в филиале города Йошкар-Ола день был очень насыщенным. Курсанты специальности правоохранительная деятельность побывали на экскурсии в Министерстве внутренних дел, где им было рассказано про подразделения и профессии в МВД. А также курсанты посетили кинологический центр службы МВД России по республике Марий-Эл, где узнали, как обучают собак, по каким именно направлениям работает каждый из них, и смогли своими глазами увидеть, как проходит поиск взрывчатого вещества. 24 января наша команда колледжа приняла участие в деловой игре «Сила правознания» в рамках общероссийской акции «Студенческий десант-2020». По итогам игры наши курсанты заняли первое место. Мы поздравляем вас с победой и очень гордимся. В Ульяновске Новый год начался с добрых дел. С 3 января команда Ульяновского регионального отделения ВСКС совместно с сотрудниками Управления гражданской защиты приняли участие в рейде по профилактике пожаров и провели патрулирование, где пообщались с горожанами на профилактические темы и раздали памятки по пожарной безопасности.
Ульяновское отделение ВСКС сотрудничает с региональным отделением Общероссийского народного фронта. В рамках взаимодействия добровольцы активно включились в работу волонтерского штаба по обработке обращений, поступивших на прямую линию с президентом Российской Федерации, о чем выпускался отдельный сюжет на телевидении. За время новогодних каникул курсанты колледжа участвовали в соревнованиях по регби среди женских команд. Соревнования проходили в Пензенской области, и домой девушки вернулись уже набравшись серьезного опыта. Курсанты филиала, прошедшие аттестацию на спасателя, весь январь проходят стажировку в составе дежурных смен поисково-спасательной службы города. У них появилась возможность в реальной обстановке реализовать свои знания и умения. На этом волонтерская деятельность Ульяновского отделения ВСКС не заканчивается. В январе состоялся очередной плановый полевой выход, и добровольцы совершили марш комбинированным способом. Самым сложным элементом, отработанным в ходе полевого выхода, было наведение подвесной переправы через условную водную преграду для эвакуации пострадавшего. Со всеми поставленными задачами курсанты справились на отлично. 16 января добровольцы приняли участие в презентации на тему «Край родной. Я тебя воспеваю» для детей с ограниченными возможностями здоровья из школы-интернат номер 91. Спасибо за ваши добрые сердца. Также в этот день у курсантов филиала состоялась встреча с известным поэтом, журналистом, краеведом, автором слов гимнов города Ульяновской области, членом Союза писателей России Николаем Викторовичем Маряниным. Встреча прошла очень продуктивно, и курсанты убедились, что историю можно писать посредством поэзии. Стоит упомянуть, что в филиале Ульяновска стартовала ежегодная акция «Студенческий десант в подразделениях МВД», где курсанты знакомятся с профессией правоохранительных органов. Мы желаем вам удачи в будущей профессии. Наши курсанты приняли участие в организации урока мужества, в ходе которого добровольцы рассказали студентам техникум питания и торговли о мужественных и самоотверженных людях-спасателях. Особый интерес у собравшихся вызвал видеофильм о работе сводного отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей в зоне тушения лесных пожаров в Красноярском крае летом 2019 года. В День студента 25 января в библиотеке номер 27 имени Михалкова прошла викторина, посвященная студенчеству, в которой приняли участие курсанты филиала. Для победы наши курсанты использовали все свое воображение и мастерство слова. Они сочиняли стихи, песни, отвечали на вопросы, связанные с историей, географией и литературой, и в итоге заняли заслуженное первое место. Поздравляем вас с победой! На этом выпуск новостей подошел к концу. С вами была я, Бокарева Кристина. Не забывайте про наши благотворительные акции, подписывайтесь на социальные сети и следите за новостями. До новых встреч! Следующий день открытых дверей состоится 15 февраля в 12 часов по адресу поселок Октябрьский, 33А. Мы вас ждем!